Это акт гласил о том, что многие международные финансово-кредитные организации, которые спонсируются со стороны Соединенных Штатов Америки, они в первую очередь должны пересмотреть свою политику по финансированию и инвестированию тех стран, которые не выполняют обязательства по бюджетной прозрачности. В рамках процедуры это нормально, но в рамках понятия, со стороны граждан это ненормально. Почему? Потому что мы платим хорошо, и нас иногда заставляют переплачивать больше. Афганистан. Мы несколько лет тому назад, в кулуарах иногда шутили, что где Афганистан и где финансовая прозрачность. А сейчас Афганистан уже имеет цифровой портал, на котором публикуется основная бюджетная информация на нескольких языках, на Дари, Пушти и так далее. И на английском, кстати. Если говорить о прозрачности местного бюджета, мы очень сильно отстаем. Очень сильно отстаем от наших многих стран-соседей. Нам нужно побыстрее это все диверсифицировать, распространить, раскрытие информации. Я думаю, что от раскрытия информации и мой опыт тоже показывает, в первую очередь выиграть сами организации. Привет, это очередной выпуск цикла «История мировой экономики». Мы говорим об опыте разных стран и насколько он применим в Таджикистане. Подкаст подготовлен при содействии фонда Фридриха Наумана и Института «Открытое общество», Фонд содействия Таджикистана. Меня зовут Зибо Таджибаева. Этот цикл мы пишем вместе с Азизом Тимуровым, руководителем Центра свободного рынка Таджикистана. И сегодня мы говорим о бюджетной политике и прозрачности. У нас в гостях независимый эксперт в этой области Уктам Джумаев. Здравствуйте. 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 Вопросы бюджетной политики о том, сколько собирать налогов, какие услуги предоставлять, какой уровень дефицита и госдолга оказывает влияние на уровень социального равенства и благосостояния людей, и насколько важно участие граждан, они же налогоплательщики, в публичном обсуждении государственного и местного бюджетов. Уктам, вы занимаетесь исследованием открытости государственного бюджета в Таджикистане. Что из себя представляет это исследование? Окей, спасибо, но в первую очередь, если это возможно, я пользуясь возможностью, хотел бы выразить искренние слова благодарности организаторам данного подкаста. На самом деле мы очень много проводим исследования по вопросам доступности, прозрачности, бюджетной информации, аналитической информации. И отрадно то, что на сегодняшний момент такие независимые общественные организации и аналитические агентства, такие как вы, создают эти подкасты. Почему? Потому что это тоже является одним из таких вариантом доступа к информации, пусть это будет даже в электронном формате или цифровом формате, доступа к экспертному мнению и обмену мнением. И поэтому спасибо за приглашение. Добро пожаловать. Да, спасибо. Относительно вопроса, мы с 2012 года при поддержке Института открытого общества, Фонда содействия Таджикистана и активном участии Министерства финансов Республики Таджикистан проводим исследования по оценке прозрачности и подотчетности бюджетного процесса. Что это за исследование, что оно себе представляет и зачем мы это делаем, я постараюсь коротко вам рассказать. Дело в том, что было очень такое большое исследование международного характера, глобального характера по оценке влияния бюджетов на жизнь граждан. Называется Budgets and It is Matters on Citizens' Lives. Подготовило это исследование Международное бюджетное партнерство, одной из самых видных международных организаций, которая старается агрегировать основную информацию, собирать информацию по опыту различных международных организаций. То есть они взаимодействуют со Всемирным банком, с Международным валютным фондом, с, Европейским банком реконструкции и развития и с другими, для того, чтобы перенять современный опыт по обеспечению прозрачности подотчета бюджетного процесса. И когда было проведено исследование, одним из важных результатов исследования было то, что, оказывается, те страны, которые своевременно публикуют основную бюджетную информацию, доводят до граждан, создают механизмы участия общественности в обсуждении бюджета, в анализе ее политики, в принятии управленческих решений, по многим индикаторам, как социальным, так и экономическим индикаторам, наблюдается, хорошие изменения. В
первую очередь это социальная уязвимость снижается, в вторую очередь бедность сокращается, экономический рост наблюдается. Ну и, соответственно, люди становятся более довольными или, можно так сказать, удовлетворенными от существующей реализованной государственной политики. И когда было проведено исследование стало основным толчком для того, чтобы провести, скажем, аналогичные исследования по оценке прозрачности бюджета во многих странах мира. На сегодняшний момент в более чем 115 странах мира данное исследование проводится, и мы также являемся участниками. Основная цель данного исследования в первую очередь это оценить современное состояние. Современное состояние прозрачности бюджета, современное состояние доступности основной бюджетной информации для граждан, оценить, насколько на сегодняшний момент правительство создает какие-либо механизмы для того, чтобы общественность своевременно получала информацию по бюджетам, могла ее анализировать, принимала участие в обсуждении. Конечно же, когда речь идет об участии, имеется в виду, чтобы граждане во время участия изъявляли свои запросы, свои желания относительно необходимых нужд и запросов в формировании бюджетной политики. И мы этим занимаемся и проводим каждые 2 года исследования, формируем определенные рекомендации, предоставляем эти рекомендации не только Министерству финансов Республики Таджикистан, но и также многим донорам, общественным организациям, международным организациям, для того, чтобы лоббировать интересы граждан с целью доступа к своевременной бюджетной информации, ну и, конечно же, иметь возможность участвовать в бюджетном процессе. И на каком уровне сейчас у нас? На каком уровне? Согласно, скажем, последним этапом исследования, когда мы начинали с 2012 года, следует отметить, что мы начали очень позитивно. То есть в 2012 году, когда мы в первый раз провели исследование, у нас индекс был 17 баллов из 100. По сравнению, конечно же, со 100-бальной шкалой это не так уж много, но по сравнению с нашими странами соседями, как, скажем так, Республика Кыргызстан, Казахстан и другие страны, которые уже несколько лет принимали участие в этом исследовании, мы получили очень такой значительный балл, который говорил о том, что у нас в первую очередь все основные институциональные основы, правовые основы, можно сказать, и технические основы, и кадровые основы доступны и созданы для того, чтобы продвигать бюджетную прозрачность. 17 баллов это было выше, чем результат нашего соседа Республики Кыргызстан, 8 баллов. Хотя кыргызы уже третий раунд подряд участвовали в этом исследовании. Поэтому это нам создало очень такие благоприятные предпосылки продолжать это исследование, ну и, соответственно, позиционировать себя, скажем так, как одной из развивающихся стран, которая работает в направлении имплементации международных стандартов, методов, ну и, конечно же, опыта. Изменилось что-то? Да, конечно, очень много изменилось. Очередные исследования в 2014 году, в 2016 году, ну и последнее исследование, то, что мы закончили в 2018 году. У нас, к счастью, была очень позитивная динамика до 2018 года. И наш индекс прозрачности повысился до 30 баллов. В первую очередь следует сказать, что большую заслугу здесь, конечно, стоит даже и похвалить наших коллег, это Министерство финансов. Они начали активно публиковать бюджетную информацию на сайте. Сейчас, если вы посмотрите на сайт www.minfin.tg, этот сайт превратился, скажем так, в один очень большой масштабный сайт, в котором по основным 2 фазам бюджетного процесса информация публикуется. Конечно же, проблемы своевременной публикации иногда существуют, то, что некоторые бюджетные документы запоздало вывешиваются, но они там есть. И что самое интересное, в ссылочке «Бюджет» вы можете найти все отчеты по исполнению бюджета, начиная с 2014 года, уже с активной фазы публикации. То есть квартальные отчеты 1, 2, 3 квартала, годовые отчеты, они вывешиваются и доступны. Но, к сожалению, у прозрачности бюджета с точки зрения нашей методологии оценки есть и другая сторона. В первую очередь она охватывает своевременную публикацию, технические
особенности по контенту бюджетной информации. То есть доступность, то, что документ висит на сайте, это еще не значит, что он доступен, потому что люди могут искать ту или иную информацию, которая должна быть, да, по идее, скажем, в этом бюджетном документе, но, к сожалению, ее нет. Вот, и это становится основным препятствием, опять-таки, к доступности информации. И вот несвоевременная публикация, запоздалая публикация бюджетных документов, опять-таки, несоблюдение некоторых основных правил по контенту, по полноте публикуемой информации привело к тому, что, к сожалению, у нас индекс снизился вот, с 30 баллов опять до 17, и мы вернулись к 2012 году. А в чем была причина вот такого резкого спада? Да, но вот причина резкого спада, опять-таки, в первую очередь, когда мы обратились к нашим коллегам в Министерстве финансов, причина заключалась в том, что своевременно не смогли опубликовать те или иные бюджетные документы. То есть это сроки. Если бы эти сроки в техническом плане соблюдались, они вывешивались. С их точки зрения это чисто такой технический момент. Но наше независимое исследование показывает в первую очередь то, что как в Министерстве финансов Республики Таджикистан, так и в других государственных ведомствах при внедрении каких-то новых практик и методологий возникают какие-то структурные проблемы. В первую очередь эта проблема, они также связаны и с институциональной особенностью. Что это значит? Это означает то, что у нас нет отдельного кадра, который бы отвечал бы, да, за своевременную публикацию бюджетных документов. Специалисты, которые сидят в области IT, они опять-таки публикуют ту информацию, которая идет через одобрение министра финансов, например, да, которые своевременно предоставляются теми или иными ведомствами, вот, департаментами. Соответственно, ходить по каждому департаменту, выпрашивать ту или иную бюджетную информацию, да, это тоже не в их интересах, за ним это тоже не платит. Нет жесткого какого-то механизма, который бы регламентировал бы этот процесс и координировал бы с точки зрения надзора, да, мониторинга, чтобы каждый отдел своевременно эту информацию подготовил. Но, с другой стороны, вы знаете, что бюджетная информация, эта информация, она все-таки идет, как вам сказать, с нарастающим итогом. То есть она всегда увеличивается, идет в сторону увеличения и постоянно изменяется. И с этой точки зрения мы можем понять психологию и поведение некоторых отделов. Почему? Потому что тот или иной документ, например, отчетность, да, она может быть окончательным вариантом, но может быть и не окончательным вариантом по причине того, что многие данные они должны сверяться, соответственно, скажем так, должна проводиться перекрестная проверка внутри самих отделов, дополнительные запросы должны идти, и поэтому вот это все технические моменты, да, вот сверка, скажем, внутренняя подотчетность, перепроверка данных и так далее, это все вот отталкивает периоды, да, публикации бюджетных документов, и получается так, что финальный отчет у нас готов, но опять-таки мы не можем его публиковать вовремя, и время публикации прошло. Вот. Но для того, чтобы это проталкивать, конечно же, нужно разработать внутренний особый какой-то регулятивный механизм. Благо дело то, что Министерство финансов поддержало нашу инициативу. Сейчас принято несколько основных таких нормативных и методических документов. В первую очередь документ, который регламентирует бюджетную прозрачность внутри Министерства финансов. Он был принят, опубликован в прошлом году. Очень интересный документ. В первую очередь, что этот документ себе представляет? В первую очередь он представляет таблицу, где каждое ведомство по определенным срокам должно выкладывать ту или иную бюджетную информацию. Но опять-таки, к сожалению, год прошел, вот мы проводим повторное исследование, мы увидим, что документ он-то висит, но опять-таки соблюдение основных норм, правил распоряжения, оно остается в воздухе. И мы, как независимые эксперты, в этот процесс вмешаться не можем. Почему? Потому что это опять-таки внутренние структурные процессы самого министерства. То есть я так полагаю, что скажем, бюджетная прозрачность, да, мы осознаем, что это очень важно, это нужно в современный момент. Мы его понимаем как доступность граждан к бюджетным документам. Документы висят на сайте, и что дальше? И на этом, в принципе, основные процедуры, они как бы и заканчиваются. А какие документы вообще? Да, это 8 основных ключевых бюджетных документов, которые регламентируют основные этапы бюджетного процесса. В первую очередь, это прогноз, макроэкономический прогноз и прогноз доходов и расходов государственного бюджета.
бюджета, который формируется со стороны Министерства экономики и развития Республики Таджикистан, вот, который дает основную траекторию вот, формирования наших бюджетов на будущие 3-5 лет. В рамках этого бюджетного документа потом, соответственно, Министерство финансов составляет основные, скажем так, параметры бюджета. Вот. Ну и в рамках этих параметров бюджета уже формируется уже сам бюджет. Второй документ – это проект государственного бюджета, который непосредственно составляется со стороны Министерства финансов Республики Таджикистан. Конечно же, в формирование проекта вкладываются и другие ведомства, это как главный распределитель бюджетных средств, это все основные отраслевые министерства, которые непосредственно со своими внутренними ведомствами и подразделениями на местах формируют основную политику по направлениям, например, Министерство здравоохранения, Министерство образования, культуры и так далее. И они формируют основные блоки частей расходов по финансовой и экономической классификации по своим направлениям. Проект госбюджета должен формироваться и быть доступен общественности, в общем, до момента его принятия. Вот. Но общепринято, что у нас бюджет принимается в ноябре месяце ежегодно, где-то в начале, где-то в середине ноября. Вот до этого момента проект госбюджета он должен быть опубликован. Вот, прогноз, макроэкономический прогноз и прогноз доходов-расходов, он должен быть опубликован чуть раньше, за месяц до предоставления хотя бы проекта бюджета, скажем, в парламент. Ну, есть у нас определенные основные параметры и рамки по контролю и мониторингу. Третий основной документ – это сам утвержденный бюджет. Вот. Хотя в рамках и международного бюджетного партнерства, и международная практика показывает, что после утверждения вмешиваться в анализ бюджета не приносит многих выгод, чем процедура вмешательства, скажем, на этапе планирования и обсуждения бюджета. То есть те страны, которые смогли создать хорошие механизмы по обсуждению проекта бюджета, они могут формировать бюджетную политику, исходя из истинных и реальных запросов граждан на местах. То есть есть такая практика, и вот было сказано, Сингапур, например, или другие страны, например, Новая Зеландия, в них это очень хорошо практикуется. Один из хороших таких опытов для нас это Индия, например, и другие страны. Но какова эффективность, например, публикации самого бюджета, утвержденного бюджета? Что это дает нам? В первую очередь, это уже установленные рамки бюджетных доходов, расходов. Это утвержденные направления, сколько денег получит той или иной сектор. Это возможность мониторинга использования финансовых средств, или вовлечения в этап исполнения со стороны граждан. То есть выполняются ли те или иные обязательства, финансируются ли те или иные объекты и так далее. Вот с этой точки зрения общественность может получить какую-то определенную выгоду. Вот. Но опять-таки выгода она будет возможна в том плане, если утвержденный бюджет будет предоставлен гражданам в таком не техническом варианте, более понятном варианте. В виде гражданского бюджета? В виде гражданского бюджета, в виде визуализации, в виде каких-то там, может быть, брошюр, картинок, различных пояснений, комиксов. Различные подходы бывают. И это мы называем гражданской версией. Есть у нас гражданский бюджет? Да, гражданский бюджет есть. И благодаря, опять-таки, нашим рекомендациям, с 2000, если я не ошибаюсь, 2016 года, Министерство финансов начало активно заниматься формированием гражданского бюджета. Сначала первая версия гражданского бюджета была опубликована в качестве презентации. Это общая была информация по презентации. И дальше, в последующие годы, нам помогли наши эксперты. То есть нужно учитывать, что программа управления государственными финансами – это не только программа, только в рамках этой программы мы работаем с министерством. То были отдельные проекты, например, проекты наших экспертов из ДАИ, которые работали с Комитетом по экономике и финансам в Маджлисе Намоян-Дагон. Они тоже там содействовали, помогали. Были и другие проекты, проект, например, Евросоюза, который непосредственно работал при Министерстве финансов и помогал им составлять гражданскую версию бюджетов. Были созданы и создаются до сих пор гражданские варианты бюджетов, они все доступны на сайте.
Но о качестве бюджетов и их доступности, понятности для граждан мы к этому вопросу еще вернемся. Я вот как раз большое спасибо. То, что мы сейчас говорили, это выглядит очень классно. Но я хотел бы вот посмотреть с другой плоскости. Что именно дает это рядовым гражданам, мне, ЗИБО, даже если мы будем исследовать, даже мы будем медиа, какой интерес, какая забота у людей, обычных налогоплательщиков, к таким вещам, которыми сейчас мы говорили? Какая забота, например, что мы сейчас на 17-м месте или на 30-м? Я просто хочу понять, в чем опасность нашего положения именно в этом рейтинге, как она может повлиять на жизнь налогоплательщиков, рядовых граждан. То есть, почему они должны задумать об этом? Я сейчас вернусь к основному, я чуть позже его затрону, что как бы у населения больше нет даже в культуре или нет даже в привычке запрашивать. Нет даже культуры считать, что бюджетные деньги, это в первую очередь мои, ваши и остальных людей деньги, они... Спасибо. То есть какая забота мне, например, таксисту или учителю думать об этом? А что это прозрачное, что-то важное мне лично? Да, хорошо. Конечно же, это очень такой риторический вопрос. Почему? Потому что, когда мы говорим о прозрачном государственном бюджете, мы говорим, ну да, вот вы работаете, есть Министерство финансов, есть Маджлис ун-Умма, молодцы, там, продвигаете индексы. Вот. В первую очередь нам индекс помогает, да, делать сопоставление стран. Вот, например, по результатам последнего исследования, вот где мы находимся, чуть выше нас находится Саудовская Аравия, чуть ниже Танзания, Чад, и, соответственно, можно понять, на каком уровне африканских стран бюджетная прозрачность. И, соответственно, в первую очередь, это, конечно же, удар по имиджу государства. Почему? Потому что сейчас все страны понимают необходимость, и, соответственно, государственная элита и государственная воля должна быть в этом плане. Вот, с другой стороны, если говорить вот об интересах сначала государства, потом я верну граждан. В интересах государства следующий момент. В 2015 году при лоббировании активистов и, конечно же, активном участии Международного бюджетного партнерства, организации Transparency International и многих других организаций был пролоббирован очень интересный акт, который поддержал в то время еще действующий президент Барак Обама. Этот акт гласил о том, что многие международные финансово-кредитные организации, которые спонсируются со стороны Соединенных Штатов Америки, они в первую очередь должны пересмотреть свою политику по финансированию и инвестированию тех стран, которые не выполняют обязательства по бюджетной прозрачности. Это очень важно. И именно начиная с 2015 года мы начинаем так, для нас появилась эта точка отсчета, когда уже многие страны, многие международные валютные финансовые организации, как Всемирный банк и другие, и их группа начинают уже как бы заострять вопрос, да, на прозрачность и подотчетность. И задают такие вопросы. Да, мы готовы с вами сотрудничать, но будьте добры, скажем, потянуть свои рейтинги. Почему? Потому что каждый рейтинг – это опять-таки удар по имиджу. По имиджу, в первую очередь, той или иной финансовой организации, которая работает с той или иной страной, у которой низкий имидж или низкий рейтинг. И с другой стороны, конечно же, здесь есть очень такая, как вам сказать, цепочка. Цепочка вот следствий, причин. Например, в стране, где очень низкий уровень бюджетной прозрачности, в первую очередь, становится очень сложным эффективная реализация инвестиционных проектов. Но это уже видно, понятно. Почему? Потому что, опять-таки, здесь речь идет о надлежащем использовании бюджетных средств. Мы не говорим именно применительно к Республике Таджикистан, мы говорим применительно к тем странам, которые, скажем так, наглядно это показали. В стране, где очень низкий уровень подотчетности, соответственно, растет высокая доля государственного надзора, когда государство уже начинает диктовать гражданам, что для них есть хорошо, что для них есть плохо, и, соответственно, основные гражданские права, демократические права, они начинают ущемляться.
И очень часто люди задаются вопросом, да, что для нас важно. Для нас важно это строительство дорог, которое, благо дело, у нас очень хорошо идет, строительство школ, которое у нас хорошо идет, или как на примере других стран, да, там проведение каких-то, например, мероприятий, культурно-массовых мероприятий, но в отличие от этого они не дополучают какую-то, я не знаю, там пенсионную поддержку, не доедают или не имеют нормального качественного здравоохранения. Понимаете? Поэтому вот в других странах, да, результаты такие вот очень активные и показывают вот такую ситуацию. Поэтому на уровне государственного управления, конечно, прозрачность очень важна. Почему? Потому что сейчас многие международные финансовые организации, они, скажем, пересматривают свою политику. В дальнейшем они не будут работать вот, с теми странами, которые не выполняют обязательства. И речь не идет о международном бюджетном партнерстве, речь идет об общем состоянии. Да? Таких индексов очень много. Многие индексы по прозрачности, подотчетности составляются со стороны других фондов. Вот. Но это тоже один из таких мерилов, индикаторов. Теперь, что для граждан? Конечно, многие люди задают вопрос, ну вот вы провели исследование, ну и хорошо, а что для меня? Вот. Но когда речь заходит о том, почему, например, растет, скажем, подоходный налог, почему у нас растут коммунальные, скажем, платежи, да, почему стоимость электричества начинает расти, да, составляет 23 дирхам, благо дело создали комиссию, мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос пересмотрится и вернется к более таким стабильным, да, там, расценкам, когда граждане скажут, да, действительно это отражает нашу платежеспособность. Когда вот такие вопросы возникают, да, или со стороны малого и среднего бизнеса очень много таких вопросов начинает возникать, да, когда же все-таки эти проверки со стороны налоговых органов по перекрестной проверке наших платежей, да, прекратятся. Вы все в курсе, и многие представители малого и среднего бизнеса с этими проблемами подходят и говорят, почему мы платим налоги, мы закрываем, но спустя, скажем, квартал нас вызывает, говорят, давайте мы перепроверим ваши платежи, да, которые были приняты предыдущим налогом. У них возникли сомнения, да, какие-то? Сомнения, ну, всякие вопросы. Это нормально. В рамках процедуры это нормально, но в рамках понятия, да, со стороны граждан это ненормально. Почему? Потому что мы платим хорошо, и нас иногда заставляют переплачивать больше, да? Вот, когда такие вопросы возникают, и когда уровень, скажем, жизни начинает дорожать, и налоги начинают дорожать, и получается то, что с нашей заработной платы очень мало остается денег на личное развитие, тогда вопросы прозрачности, подотчетности начинают вставать. Почему? Потому что мы должны знать, куда эти деньги идут. Например, раньше была такая очень интересная практика, и сейчас во многих школах она соблюдается, да, видно, это создание родительских комитетов. Когда родительские комитеты, они активно участвуют в формировании и распределении бюджетных средств школы, ну, какой-то определенной школы. В общем, когда родительские комитеты имеют доступ к бюджетной информации, они видят, да, то, что благодаря тем или иным, скажем так, каким-то определенным взносам или, скажем, каким-то дополнительным занятиям, да, формируется какой-то, я не знаю, технический капитал, интеллектуальный капитал этой школы или, скажем, ресурсная база. Но с другой стороны, когда речь идет о местном бюджете, когда речь идет непосредственно о тех районах, которые у нас являются дотационными районами, которые не выполняют свои обязательства по, скажем, доходной части, по налогам, и там высоко начинает расти социальная напряженность, люди не понимают одной очень интересной вещи, то, что от их экономической активной деятельности зависит их будущее благосостояние. То есть, насколько бюджет будет скрытым, насколько он будет теневым, настолько страдают сами граждане. Вот и все. То есть, если мы хотим нормального, хорошего, да, там, скажем, социальных гарантий, социальных условий, то в первую очередь мы должны работать, да, очень, ну, скажем так, по-честному. Да, зарегистрироваться, получить патент, ну и, соответственно, выплачивать те или иные налоги. Это те моменты, которые раскрываются именно в оценках, в принципе, анализе прозрачности местных бюджетов. Но, опять-таки, вопросов очень много, и не стоит именно вот принимать этот вопрос вот таким краеугольным камнем, что вот что этот индекс даст на сегодня. На сегодня для Таджикистана чисто конкретно может быть он реальных таких, скажем так, результатов, как роста ВВП или снижения, скажем так, бедности, да, он может не даст.
Почему? Потому что это длительный процесс, это процесс такой структурный процесс бюджетной реформы, который занимает продолжительное время. Но в первую очередь сейчас что мы имеем? Мы имеем сейчас очень большой плюс, это программный бюджет, пожалуйста. Что для граждан программный бюджет? В первую очередь программный бюджет это то, что вот когда речь идет, да, вот был здесь вопрос о cost-benefit анализ, да, то есть анализ затрат и расходов. Сейчас программное бюджетирование, оно реально связывается с бюджетированием, ориентированным на результат. То есть мы финансируем, и мы смотрим, что в итоге мы получаем. Если мы не получаем, мы, соответственно, не финансируем, или мы пересматриваем политику. И вот благодаря этому сейчас и Министерство финансов, и некоторые наши партнеры по развитию начинают в этом плане вкладываться. Вот, классификация по доходно-расходной части в условиях вот, программы бюджетирования, она сейчас пересмотрена. Приложение сейчас выпускается по программе бюджетирования. Это уже хорошо. Почему? Потому что мы каждый финансовые расходы, которые выделяются в госбюджет, уже видим в рамках отдельной программы. То есть она имеет сроки выполнения, и она должна иметь результаты исполнения. И главное, цель иметь. Да, и иметь цели. Поэтому с этой точки зрения рядовому гражданину, у которого низкий уровень, скажем, финансовой грамотности, это ничего не даст. Вот. Но те, у которых есть достаточная финансовая грамотность, которые могут с этой бюджетной информацией поработать, проанализировать, сделать выводы, сделать хорошие рекомендации, предложения и выступить на местном махалинском комитете и совете и дать свои предложения по пересмотру тех или иных статей расходов, это даст хороший плюс. На каком уровне могут граждане вмешиваться в обсуждение? Граждане могут вмешиваться в обсуждение в первую очередь на уровне формирования, планирования и утверждения местного бюджета. На этом уровне. Это самый такой благоприятный уровень, где в первую очередь есть возможность создания дискуссии, обсуждений и общего мнения. Например, вот по результатам наших исследований по прозрачности местных бюджетов мы проводили в 20 пилотных районах. Вот, мы выявили, что в первую очередь создавать такие механизмы это несложно. Они создаются, они на самом деле существуют, да, в тех или иных форматах. Но другое дело, насколько эффективно они создаются. Как у нас происходит? У нас происходит при формировании проекта бюджета, да, проект местного бюджета, он обсуждается, в основном это проводится какое-то общественное массовое собрание, на котором участвуют представители местного депутатского корпуса, представители местного органа исполнительной власти, и рядовые, передовые граждане. Там у нас есть момент именно на этих фазах, на этих этапах, когда граждане могут, конечно же, дать какие-то, скажем так, существенные рекомендации по тем или иным статьям расходов. Но этот механизм почему на сегодняшний момент не работает? Дело в том, что, я не говорю, что он в целом не работает, в некоторых районах работает, и благодаря этому эти районы получают очень высокие индексы, но во многих районах не работает. Почему? Потому что в первую очередь политика по вовлечению граждан в обсуждение бюджета со стороны местного органа исполнительной власти, она должна быть четкой, конкретной, ясной. Государство должно четко говорить, зачем мне участие граждан. Ведь это очень интересный вопрос. Почему? Я вам приведу такой пример. В 2012 году, когда мы начинали политику прозрачности, подотчетности, был у нас в Министерстве финансов такой очень эксперт, ведущий, его звали Абиб-Лайф. Он очень интересную фразу сказал, которая до сих пор мне, вы знаете, золотыми буквами, остались в моей памяти. Я благодаря его наставлениям сейчас стараюсь имплементировать многие свои рекомендации. Он сказал: мы, сотрудники Министерства финансов, так же, как и сотрудники других ведомств, мы не просто здесь сидим. То есть мы это эксперты, мы люди, которые много чего понимаем, знаем, изучаем. И это хорошо, и мы это все поддерживаем. Их обучают, проводят международные какие-то там семинары, мастер-классы и так далее. И они очень хорошие эксперты на самом деле. Они самые-самые, можно сказать, у нас по республике, кто может правильно анализировать бюджет, может делать правильные рекомендации. Соответственно, задается вопрос, кто это общественная организация, и есть ли у нас вообще такие общественные организации или представители общественности, которые могли бы сделать это лучше нас. Понимаете, да, в чем смысл? То есть запрос, в сторону граждан идет,
Но обратной реакции нету. Почему? Потому что у нас пока что не созрели, да, вот эти общественные институты, общественные организации, аналитические какие-то think-танки, которые смогли бы сказать, да, мы это сделаем лучше вас по направлению, скажем, здравоохранения, по направлению там социальных каких-то этих, да, там, или по инвалидам, лиц с ограниченными возможностями и так далее. Пока что у нас нет вот этих think-танков, вот этих аналитических центров, которые смогли бы правильно сделать этот бюджетный анализ с точки зрения бюджетных приоритетов и ограничений, которые у нас имеются. Конечно же, сейчас с точки зрения министерства вовлекать общественность это не дает никакой пользы. Почему? Потому что видных, нужных рекомендаций нет. Вот. Но мы этот процесс понимаем, поэтому параллельно идет и шел очень интересный такой проект при поддержке Института открытого общества и, конечно же, проекта DFID Великобритании о повышении аналитического потенциала общественных организаций в управлении государственных финансов. Было обучено более 100 общественных организаций, принимали активное участие представители этих общественных организаций. И в итоге мы видим, что постепенно и в средствах массовой информации, и в различной другой периодике, в публикации, в научных работах, также вопросы бюджета, анализа бюджета уже начинают активно подниматься. Если, например, сравнить с 2012 годом, например, мы вот по результатам нашего анализа, по научным статьям, да, приблизительно из 100% публикуемых статей в основных научных журналах, да, проблемы бюджета, прозрачность бюджета или вообще анализа бюджета, если поднималась на уровне, может быть, 7, 8, 9%, то сейчас мы видим, что это уже больше 20%. 20-30% многие научные статьи уже, где-то четверть есть, это точно, уже начинают говорить о бюджете, об анализе бюджета и возвращаются к проблемам бюджета. Это основные статьи не только экономического характера, но и социального характера, которые непосредственно связаны с решением той или иной научной проблемы. А можно я сейчас как журналист скажу, который, в принципе, и поднимал вопросы государственного бюджета? Если нет расшифровка, такие полноценные расшифровки, сколько, например, пошло на здравоохранение, как мне оценить, рентабельно израсходованы или нерентабельно, что там вообще было? Очень спасибо. Вот в первую очередь мы должны, конкретизировать немножко свой вопрос, что значит нет полноценной расшифровки. То есть в первую очередь государственный бюджет, то, чем мы занимаемся, он имеет свою стандартную форму. Нужно понимать, что это агрегированный бюджет. То данные там агрегированные. Обобщены. Обобщены. Он и по формату, и по структуре вам не может дать детальную разбивку по каждой административной классификации. Да? Вот по каждой больнице, например, финансирование койки и так далее. А можно это сделать технически? Возможно? Технически это есть. Информация, она есть. Есть? Да, она есть. Вот очень интересный такой момент был, когда мы проводили исследования при поддержке Министерства финансов по районам, да, в 20 пилотных районах. С нами были несколько экспертов, они говорили, вот, вы знаете, прозрачность на местном уровне, да, она очень такая на низком уровне, она недоступна. И они были удивлены, когда мы начали общаться с представителями районных вот этих финансовых управлений. И представители районных финансовых управлений сказали, какая информация вам нужна? Они вытащили папки, показали данные, пожалуйста, любой гражданин может прийти, запросить информацию и получить в печатном варианте, хотите в устном варианте по бюджету любой школы, по финансированию любой больницы. Это есть. Но вот в техническом плане, да, как ее публиковать, в каком формате, кто это должен делать? Вот сейчас, вот это очень интересный вопрос. Почему? Потому что мы работаем с Министерством финансов, через Министерство проходит самый главный финансовый документ, они его стараются публиковать. Публикуют, формируют. В машиночитаемом, формате? Нету, к сожалению, машиночитаемого формата нету. Вот те форматы, о которых вы говорите, да, это CSV, JSON форматы, да, и другие, XLS, нет форматов. Ну и спроса на машиночитаемые форматы нет. Вот, я, например, когда общался со своими коллегами, я спрашивал, много к вам приходит людей, которые запрашивают машиночитаемый формат? Я не знаю, я в этом плане, техническом плане, может быть, не такой эксперт, да, но я сейчас пока что не вижу какой-то национального инструмента или какой-то платформы, которая давала возможность обработки этих машиночитаемых данных.
Если вдруг есть какие-то инструменты в этом плане, кто-то в этом плане хорошо разбирается, да, ну, давайте продолжим. Потому что сделать любой документ в машиночитаемом формате это несложно. Вот именно. Да, можно его публиковать. Но почему нельзя их публиковать просто без запроса? Тогда мы пишем запросы, журналисты отправляют запросы и с расшифровками просят, но практически всегда мы получаем только агрегированных. Ну да. Бюджет. Дело в том, что речь опять-таки идет о форматах публикации бюджетных данных. Вот. Например, давайте вернемся, да, вот к этому машиночитаемому формату. Публикация бюджетной информации, да, например, в формате, скажем, Excel, XLS и так далее и тому подобное, чисто с моей точки зрения, она может иметь какие особенности? Особенности публикационного характера. Например, все, что публикует министерство, с их точки зрения, эта информация, она должна публиковаться и быть в печати без изменений, да, поэтому применяется формат PDF. То есть то, что мы публикуем, эта информация и есть. Если вдруг этот документ попадет в третьи лица, кто будет его использовать, да, ну, по тем или иным параметрам или техническим параметрам, то есть у нее не будет возможности изменить, переделать какие-то данные и трактовать эти данные со своей точки зрения. То есть такой характер есть. Теперь по вопросу доступности. Честно сказать, почему эта информация, агрегированная по каждому ведомству, она не публикуется? Потому что на сегодняшний момент в рамках нашей инициативы у нас такая цель не стоит. Не стоит. Почему? Потому что мы в первую очередь заинтересовались о 8 основных ключевых бюджетных документах, о которых я вам сказал. Это прогноз, это проект бюджета, это утвержденный бюджет. Или у вас? Да, у меня. У нас и вообще в нашей инициативе. Это и утвержденный бюджет, это потом отчеты, квартальный, полугодовой, годовой отчет и аудиторский отчет. Вот эти 8 основных бюджетных документов, которые они должны публиковаться. Конечно же, аудиторский отчет не относится к Министерству финансов. За это отвечает счетная палата. И я хочу вас порадовать, то, что уже на сайте счетной палаты, сайте J, аудиторский отчет в формате именно отчета, он уже публикуется. Там появилась очень интересная ссылочка на эти отчеты. Да, то есть это, если раньше мы наблюдали в практике, что короткая информация по анализу, скажем, годового отчета, она входила в контент общего отчета о деятельности счетной палаты, то сейчас это уже отдельный отчет, как заключение на годовой отчет по исполнению бюджета, он уже публикуется на сайте, и это уже хорошо, и мы видим, что вот с 2012 года мы все просили, вот рекомендовали, и благо дело сейчас этот процесс продвинулся. Теперь относительно того, почему эти агрегированные данные не публикуются. Конечно, в первую очередь это не есть центром нашей политики, да, то есть мы начинали с государственного бюджета, почему? Потому что мы взяли международную методологию за основу и в рамках этой международной методологии продвигаем работу. Конечно же, было бы хорошо, если бы иметь доступ, скажем, к агрегированной информации, желательно по каждому отдельным ведомствам и министерствам, да, это называется классификация по административной классификации. Вот, но, к сожалению, вот по неизвестным нам причинам с 2017 года административная классификация, она не присутствует, скажем, ни в проекте госбюджета, ни в утвержденном бюджете, ни в публикационных материалах. По какой-то причине сделано нам неизвестно, но мы опять-таки рекомендуем, чтобы это было. Сейчас вот продвигается опять-таки новая инициатива, это вот программное бюджетирование. Вот так то есть я вот не понимаю, да, как можно ждать активности от людей, да, если просто вот этих данных нет. Хорошо, они не входят в вашу инициативу, а вообще они, по идее, должны публиковаться? Да, действительно, вот опыт стран с передовой практикой свидетельствует о том, что на сегодняшний момент, конечно же, доступность бюджетной информации, она тесно связана и с другими процессами, которые происходят и должны происходить. В первую очередь речь идет о внедрении, да, ИКТ, информационных технологий в сектор госуслуг. Речь идет о развитии электронного правительства, о создании цифровых паспортов,
порталов, электронных порталов, порталов доступа к информации, где непосредственно эта информация будет агрегироваться и содержаться не в руках какого-то отдельного чиновника, да, а это будет какая-то база данных, которые граждане будут иметь доступ. И было бы хорошо, если бы эта данные, да, отражала информацию в интерактивном режиме, да, в точном режиме. Это было хорошо. И, конечно же, здесь у нас очень много проблем. В первую очередь, это продвижение элементов электронного правительства. Сейчас, я не являюсь сотрудником Министерства финансов, но как независимый эксперт со стороны я вижу, что у министерства формируется очень большая база информации, база данных. Эта информация агрегируется, и вот есть система, да, электронного e-токена, есть, скажем, система доступа к бюджетной информации для всех бюджетных организаций, которые формируют отчетность, могут видеть свои бюджеты и так далее и тому подобное. И это очень хорошо, и это важный такой шаг в этом направлении. Но в дальнейшем мы бы хотели бы видеть, чтобы у нас был единый цифровой портал. Мы, например, рекомендуем вот уже несколько лет для наших министерств и ведомств создание данного единого цифрового портала, где бы вся эта информация, да, она выводилась по отдельным фильтрам, запросам для тех граждан, которые интересуются в том или ином направлении. Конечно же, здесь большая ответственность должна возлагаться и на Министерство финансов, но с другой стороны, мы видим, что в техническом плане это выполнить в принципе можно, да, но на сегодняшний момент ресурсов не достает. Это было бы хорошо, да, если бы какая-то международная организация профинансировала, поддержала этот проект, выделилась финансовые средства, ну и, конечно же, можно было это сделать. Но, к сожалению, вот то, что цифровой портал, цифровизация и вообще продвижение некоторых моментов электронного правительства, они затормаживаются у нас в стране, это и является как бы основным таким вот основной причиной, которая не дает нам возможность раскрывать бюджетные данные. Вот, например, возьмем Афганистан. Мы несколько лет тому назад, в кулуарах иногда шутили, что вот где Афганистан и где финансовая прозрачность. А сейчас Афганистан уже имеет цифровой портал, на котором публикуется основная бюджетная информация на нескольких языках, да, на дари, пушти и так далее, вот, и на английском, кстати. Тем более они пошли дальше, они уже продвигают некоторые элементы финансовой прозрачности по административной классификации, начинают уже выводить бюджеты некоторых школ, некоторых учреждений. И это очень интересно. Почему? Потому что на сегодняшний момент Афганистан начинает активно отчитываться по всем финансовым средствам, привлеченным в страну. Пользуясь возможностью, вот я вас приглашу, я поделюсь ссылочкой, у нас 24 числа будет релиз нашего исследования «Прозрачность международных финансов, направляемых на COVID». В условиях ковида многие страны получили очень много средств, да, но, к сожалению, не все эти средства были прозрачно использованы. Это имеется в виду по анализам всех стран. Не по назначению? Не по назначению, или, может быть, они были использованы по назначению, но не отчитывались. Это в глобальном масштабе имеется в виду. В глобальном масштабе. И вот наши результаты, да, международного бюджетного партнерства покажут. И основным спикером, кстати, будет министр финансов Афганистана, который поделится своим мнением, своим видением, с передовым видением о том, как они справились с этой задачей и какие успехи у них есть в этом плане. Неожиданно ожидали от Афганистана. Да, это с одной стороны радует. Конечно, с другой стороны печалит, да. скажу. Акиев, большое спасибо. Я хотел бы просто вернуться к тем заметкам, которые вы упомянули, о том, что, по сути, гражданин имеет право на некоторых этапах принять участие и в бюджетных обсуждениях, принять участие и высказать свое мнение. Были ли случаи успешные кейсы, когда гражданин или семья какого-то, например, в Джамуате высказалась против, например, предположим, строительства дороги или строительства какой-то школы. Она считает, что это слишком дорого, неэффективно. Были ли случаи, кейсы, когда оно выступило против, они выступили против, и это отменили? Или же пересмотрели в сторону альтернативных, более cost efficiency издержек? Вот может быть, не школа, а вот гостиница. Гостиница, неважно, какой-нибудь объект, который вот, ребята, нам нужно построить. Это да. Очень классно, и они это говорят, например. Я просто приведу пример. Несколько лет назад был такой скандал, и хороший случай в Чехии, когда министр хотел за государственный счет сделать сайт, там несколько миллионов крон.
И вот эти ребята, айтишники, за 2-3 дня на выходных сделали очень дешевый сайт и показали, что как министр деньги налогоплательщиков тратит. Это совсем недавно было. Да, ну и министр лишился своего поста потом. Но это такой в этом духе. Есть ли какие-то возможности на... Да, понятно. Да, спасибо. Информация, которой я владею, это сугубо информация, которую мы получили благодаря проведению общественных слушаний в регионах. Вот, при поддержке Института открытого общества, опять-таки финансировании DFID, в рамках программы поддержки управления государственными финансами при активном сотрудничестве Министерства финансов были проведены общественные слушания в регионах, где представители Министерства финансов, эксперты, а также несколько таких этих представителей общественных организаций в каждом регионе проводили общественные слушания, то есть они обязывали представителей районных финансовых управлений, ну, скажем так, грубо говоря, отчитываться, да, то есть о исполнении бюджета перед гражданами, или же, если это попадало на момент именно формирования бюджета, знакомить граждан с проектом бюджета. Эти бюджетные слушания, они проводились и в, скажем, в Рашской долине, и в Сагдийской области, и так далее. Много информации можно получить на сайте OCFTG, если интересует, я ссылочку могу сбросить. Но результат таков, насколько вот Абдрахмон Наджмеддин-Зода, один из самых таких экспертов, который участвовал в этих бюджетных слушаниях, насколько я владею информацией, в общем, да, граждане уже в последнее время начинают активно участвовать. Например, в последнее время, когда они в районе Файзабад участвовали на общественных слушаниях, были очень много вопросов относительно включения тех или иных статей расходов в финансирование школ. Вы все знаете, что сейчас многие средние школы, да, перешли они на подушевое финансирование. И, ну, с одной стороны, скажем так, да, мы должны были на это перейти, потому что здесь вот именно анализ затрат выпуска очень тесно можно проследить, но с другой стороны, у школы становится такая проблема, да, это проблема ограниченности финансовых средств. То есть все, что они имеют, это идет только на заработную плату, вот, ну и может быть какие-то там дополнительные расходы. В целом какой-то косметический, да, мелкий ремонт можно, а такие большие финансовые средства, как поменять крышу, сделать что-то такое, это нужно просто объект ставить, да, там в план, скажем, ремонта, да, или в план мероприятий, вводить этот объект именно в объекты, которые требуются ремонта. И это очень сложно делать. И, к сожалению, вот благодаря, или может быть по причине вот системы подушевого финансирования, у многих школ, директоров школ, они оказываются завязаны руки, они не могут решить многие свои проблемы, потому что реально, денег. Да, денег нет, не знают, что делать. И в этом плане были очень много интересных предложений, рекомендаций. В общем, ну, в принципе, многие рекомендации, они так касаются или школы, или тех обыденных вещей, которые непосредственно касаются жизнедеятельности людей. Относительно того, что какой-то законопроект или положение, или, может быть, какой-то проект, да, там, как бы, чтобы граждане выступали против реализации, к сожалению, у меня информации нет вот, по этому поводу. Но я бы хотел бы параллельно поделиться небольшой информацией относительно прозрачности добывающих отраслей. Это очень интересный сектор, который мы упускаем, когда говорим о прозрачности государственных финансов. Это одно из самых важных и интересных направлений на сегодняшний момент, на котором мы тоже работаем. Речь идет о эффективности распределения доходов тех компаний, которые работают в сфере добычи. Вот в этом направлении у нас есть несколько интересных кейсов, которые непосредственно показали, что те добывающие компании, в основном это компании находятся в районе Пинджикента, которые активно занимаются добычей полезных ископаемых и работой в добыче полезных ископаемых, начинают, ну как вам сказать, да, наносить ущерб экологии, ущерб местному окружению, ну и соответственно местным сообществам. И там были несколько таких прецедентов, кейсов, когда граждане выступали относительно необходимости в первую очередь ремонта дорог, которые приходят в негодность благодаря вот этим тоннажным автомашинам, которые ездят по дорогам, приводят их, скажем так, вне
дееспособное состояние, необходимость стройки и ремонта больниц, когда уже эти компании начинают выделять финансовые средства на... То есть они требуют возмещения? Да, требуют возмещения. Это все связано с проектом экологической безопасности, ну и защиты окружающей среды. Вот в этом плане есть. Они требуют компенсации, например, за ухудшение здоровья своих детей? Да, это вот интересный момент. Почему? Потому что вопрос компенсации, он очень стоит. На самом деле, в рамках международных положений договоров все компании должны выделять определенный процент своих доходов, который должен прямо перечисливаться на кошельки этих граждан, которые живут вокруг. Это важно. Почему? Потому что люди, да, они страдают. Вот, в то время, когда некоторые другие люди, да, зарабатывают. Ну, но и пока не начали выплачивать. Ну, к сожалению, не слышал об этом. Да, пока что. Вот у меня информации нету, может быть, там по каким-то этим идет, но механизм-то на сегодняшний момент пока что не отработан. Yes. Да, механизм не отработан, и в этом плане нужно работать, делать какие-то направления, шаги. Одним из важных шагов у нас уже есть, это проект по оценке проектов Всемирного банка. Это такой независимый портал, который раскрывает проекты, которые будут финансироваться в рамках добычи или, скажем, направлены на разработку полезных ископаемых. Вот что этот проект представляет? То есть это информация, которая будет доводиться до граждан, и, соответственно, она будет аккумулироваться среди граждан по поводу того, что будут граждане, скажем, быть сторонниками или не сторонниками этого проекта, и, соответственно, выдвигать некоторые свои рекомендации. То есть общественное слушание на местах. Вот, ну, пока что это так, зачатки проекта, вот, о реализации пока что мы не говорим, поэтому мы надеемся, что в следующих, да, может быть, подкастах мы еще об этом поговорим. Да, слово «если» — это, наверное, ключевое слово в наших подкастах. В прошлый раз тоже говорили. Почему? А вдруг? Да, конечно. Есть вопрос, который меня волнует больше всего. Раз мы говорим про участие граждан в формировании, рассмотрении бюджета, есть вещь, которая меня всегда волновала, и хочу ваше мнение узнать, как эксперта. Почему у нас такой низкий интерес я имею в виду граждан к нашим собственным деньгам? Мы не требуем от правительства, которое пользуется, по сути, нашими деньгами многоплательщиков. Моя часть, возможно, небольшая, но, тем не менее, в совокупности это деньги налогоплательщиков. Они считают, что это... Они вообще считают, что это их деньги, и могут ли требовать, например, даже... например, классический хрестоматийный кейс, например, США. Американцы считают себя налогоплательщиками, они в полный голос говорят, это мои деньги, что-то сделано, и, например, могут пойти в парламент или в конгресс, или в местный орган власти, сказать, что-то сделать за мои деньги, и так далее. То есть, если уже зачатки осмысления, и человек уже требует от правительства или местных органов власти предоставлять качественные услуги и предоставлять ту информацию, которую ему нужно. Да, спасибо. Что мы имеем на сегодняшний момент? На сегодняшний момент, вот реализовав все эти проекты, мы имеем целый ряд аналитических статей, в которых поднимается вопрос о необходимости, да, пересмотра государственной политики в планах эффективной реализации, или эффективной бюджетирования тех или иных направлений и рекомендаций, как это сделать лучше. Осознание общее, если мы говорим, да, осознание того, что, например, насколько граждане воспринимают этот процесс, конечно же, мы таких глобальных исследований по регионам не делали, чтобы, скажем, оценить, насколько люди относятся. Но я вам могу отметить, скажем, высказаться по результатам тех исследований, которые делали наши партнеры, да, это Бозрикова делала исследования по оценке запросов на бюджетную информацию по регионах и так далее. То, что в свое время делало это «Зеркало», да, или «Панорама», то есть, извиняюсь, и «Новая панорама», и другие. Вот. Ситуация, в принципе, да, она такая, то, что на сегодняшний момент, я с вами абсолютно согласен, многие люди, скажем так, не заинтересуются, как вам сказать, дальнейшим использованием тех финансовых средств, тех налоговых вычетов, которые они делают. Почему это происходит? Мое именно экспертное заключение, оно такое, в первую очередь, всему вина та эпоха, скажем, жизни и традиции, которая была возложена на нас более 70 лет.
когда мы жили, ну, скажем так, в таком своеобразном, да, социальном обществе, где государство обеспечивало нас работой, заработной платой, ну и, соответственно, формировало общественную политику. Нам говорили, что нам делать, и нам говорили, куда нам можно лезть, а куда не лезть, и чем интересоваться или не интересоваться. В современный момент, я думаю, наши таджикские граждане, в первую очередь, вот по причине того, что мы эпоху капитализма не смогли пройти, мы проходим сейчас. Да, мы от феодализма сразу перешли к социализму, это уже хорошо, но вот в этой проблеме эпохи капитализма именно вопрос затраты выпуска он стоит, когда люди уже начинают поднимать вопрос, а почему это так? Почему, скажем так, тот или иной государственный чиновник, в отличие от того, чтобы приходить отчитываться перед нами, он отчитывает нас за невыполнение тех или иных мероприятий. Да? Конечно же, это такие риторические вопросы, которые однобоко, однообразно решить очень сложно. Почему? Почему? Потому что здесь это палка о двух концах. Да? Прежде чем что-то требовать, нужно что-то сделать. Понимаете? Вот я не зря поднял вопрос. А кто должен сделать? Сейчас. Почему я это? Вот, например, пример дотационных регионов. Дотационные регионы есть, программа развития регионов есть какая-то определенная политика в рамках реализации, да. Сейчас очень много идет высказываний относительно того, чтобы использовать какие-то новые инновационные подходы по использованию небагарных земель, да, там, скажем, и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, не во всех регионах эта политика преследуется. То есть ее не выполняют. Когда не выполняют, соответственно, местные органы исполнительной власти, да, они избегают многое ответственность по причине того, что, ну, вот видите, географическое положение такое, мы ничего выращивать не можем, вот, соответственно, денег нет, некоторые производственные предприятия поставить не можем и так далее и тому подобное, соответственно, нету вклада в бюджет. Нету вклада в бюджет, но с другой стороны у нас очень большая социальная ответственность, очень много пенсионеров в школе есть, платите зарплаты и запрос в республиканский бюджет. Дайте нам денег. Конечно же, в этом плане политика, она должна быть в первую очередь двухсторонняя. Двухсторонняя в каком плане? В плане того, что вот нас задают вопрос, да, почему ущемляют предпринимателей. Вот мы поднимали этот вопрос, мы исследовали, и мы говорили, а каких предпринимателей ущемляют? Права предпринимателей тех ущемляют в основном, да, которые, ну, это по результатам наших небольших исследований, которые в первую очередь, да, они стараются, ну, быть немножко недобросовестными. Ну, скажем, не полностью использовать кассовые аппараты, ну, скажем, не выбивать своевременно чеки и так далее. Там не платить налоги. Да, ну, может быть, по каким-то копейкам. И вот то, что обход, да, скажем, налогов выплат за какую-то иную копейку, да, приходит в итоге выплачивать какие-то штрафы или иметь какой-то, я не знаю, там, административный прессинг со стороны налоговых комитетов. Эти вопросы есть, конечно. Я, честно говоря, ну, может быть, не сталкивался, да, с такой ситуацией, когда полностью добросовестный налогоплательщик платит, все выбивает и так далее, и к нему какие-то дополнительные претензии. Конечно, нет. Каждое ведомство, которое предъявляет какие-то претензии, оно знает, кому предъявлять и на каких условиях предъявлять. Потому что это, опять-таки, палка о двух концах. Поэтому здесь, в первую очередь, когда мы говорим о том, что нужно ли это гражданам, конечно, нужно. Но делают ли они запрос по этому поводу? Нет, не делают. Почему? Потому что в первую очередь у граждан ассоциация такая, от того, насколько мы будем делать запрос или не будем, ситуация не изменится. Понимаете? Я не правы в этом в своем суждении? Или это тоже... Ну, это, понимаете, чисто риторический вопрос. Это относительный вопрос. Относительно чего, какая ситуация, применительно к чему, но это нужно смотреть. Если в целом брать, да, ситуация не изменится. Почему? Потому что в первую очередь, если речь идет о бюджете, да, бюджет уже выверен с многими инстанциями. Например, вы как гражданин или я как гражданин, мы можем быть не согласны с какой-то политикой, ну, финансирования, я не знаю, там, кредитной системы обучения в вузах страны, например. Но с другой стороны, да, то есть есть какой-то болонский процесс, есть какая-то, я не знаю, конвенция, есть какая-то программа, которая утверждена и она выверена на инстанциях. Чтобы ее изменить, да, нужно делать хорошую лобби-кампанию, нужно делать хорошую адвокацию, нужно собирать реальные факты, нужно доказывать, нужно делать факт-чекинг, нужно какой-то бейсмент, основу готовить, которая даст альтернативный выход из ситуации. Ведь речь идет же не просто о критике, да, а о конструктивной критике. То есть мы должны какие-то альтернативы делать. Мы не можем просто не соглашаться с ситуацией. Несогласие с ситуацией не решает проблем. Вот именно в этом-то плане наши работы, да, по повышению аналитического потенциала, они немножко содействуют. Но опять-таки проблема
Финансирование, то, что, да, это проект хороший, но когда финансирование заканчивается и проекты заканчиваются, сейчас многие наши аналитики, мы надеемся, так как они молодые преподаватели, академики, вот, работают в институтах академии, они будут преследовать эту цель и работать. Вот очень приятно, например, видеть, как сектор журналистики работает. Вот, тот же самый институты, да, вот Хома, когда у нас появляется цифровой портал, когда делается факт-чекинг по некоторым таким интересным ситуациям, которые живы, трепещущие, вот, например, ситуация с границей, да, ну и так далее. Это очень-очень хорошо, что аналитический потенциал в этом используется. Но было бы хорошо еще видеть, чтобы такой потенциал использовался и в анализе бюджетов. Конечно же, наш индекс не решит все проблемы сразу, но это хорошее направление, проект, который будет показывать основные направления, куда нам двигаться, что нам делать в следующий момент и на каком уровне нам нужно продвигать ту или иную политику. Если говорить о прозрачности местного бюджета, да, мы очень сильно отстаем от наших многих стран-соседей. Нам нужно побыстрее это все диверсифицировать, распространить, раскрытие информации. Я думаю, что от раскрытия информации и мой опыт тоже показывает, в первую очередь выиграют сами организации. Почему? Потому что не все участники бюджетного процесса, не все хорошо и полностью осведомлены о всех деталях бюджета. Одну ремарку. Да. Мы общались с нашими коллегами с министерства, они говорят, вы знаете, то, что мы создали сайт, в первую очередь мы выиграли от этого. Почему? Потому что на этом сайте все последние бюджетные документы. Мы их не ищем нигде, мы никому не обращаемся. У нас нету такой, зависимости от какого-то человека, кого-то упрашивать, дай мне, пожалуйста, сбрось мне, пожалуйста, этот документ. Мы заходим, мы берем, мы используем, и все понятно, и уже это стало нормой процедуры. Это хорошо. Это хорошо, и мы очень рады тому, что у нас есть такой прогресс. Конечно, было бы хорошо, если бы этот прогресс увеличился, чтобы мы, как вот наши соседи из Киргизии или Казахстана, имели инфографику, чтобы наш сайт Министерства финансов был чисто диджитализированным, когда есть фильтры, есть запросы, и можно просто, не обращаясь никому, скачивать те или иные датасеты. Это было бы очень хорошо. Кстати, у агентства по статистике, я удивилась, есть сейчас такое возможность, например, сравнить цены за последние 10 лет. По конкретным продуктам, по конкретным регионам, по конкретным месяцам. Там фильтры все настроены очень легко и дается прям очень хорошая информация. На мой взгляд, со стороны, скажем, дилетанта, почему агрегирован или обобщен? Не потому что нет экспертов, а потому что когда все непонятно, можно непонятные вещи тоже делать. То есть другой, не технический момент, когда нет данных. Да. Ну, есть. Это, вы знаете, это вот общее видение, да, такое. Вот когда все взболтано, и ты не знаешь. Мутное все. Мутное все, и не знаешь, да. А почему мутное? А потому что, в первую очередь, для человека мутное, потому что у него нету надлежащего, да, потенциала проанализировать эти данные. Вот у человека, который, ну, скажем, есть нормальный потенциал, да, анализа, он из этой мути тоже определит. Например, даже вот этих агрегированных данных на сегодняшний момент достаточно, чтобы определить общее видение, скажем, реализации наших политики, связи бюджетных приоритетов, реализации бюджетной политики с нашими политическими интересами. И этой информации достаточно. Мы, например, на сегодняшний момент, да, делаем очень много хороших исследований, которые нам достаточно использовать те отчеты по исполнению бюджета, которые публикует Министерство финансов. Так, достаточно. Где все это можно взять? Сайт minfin.tg, ссылочка бюджет наверху. Да, пожалуйста. Очень легко. Да. Ну, конечно, очень много таких слов, да, вот когда все муть и так далее. Но с другой стороны, мы тоже вот преследуем политику открытых дверей, да, международное бюджетное партнерство, Институт открытого и другие. Мы активно сотрудничаем со всеми общественными организациями и экспертами. Если есть какие-то идеи, как этот процесс сделать лучше, вот, цифровым, визуализированным и так далее, пожалуйста, почему бы и нет. Но наше поле исследования – это вот прозрачность госбюджета, 8 ключевых документов, мы на этом этапе с этим работаем. Второй этап – это уже секториальный бюджет. К сожалению, мы в прошлом раунде не смогли принять участие в анализе секторальных бюджетов, но мы приняли участие в исследовании прозрачности финансирования, связанных с COVID. И вот 24 мая сделаем глобальный релиз. Вот, дай бог,
Ну и, соответственно, на релизе вы можете ознакомиться и с нашим опытом тоже. Давайте подытожим, чтобы было мне и Зебу понятно, и зрителям, на что исследователь или обычный гражданин может иметь, что доступно, что недоступно, что секретно, что не секретно, и как легко это найти. То есть, значит, данные есть, они агрегированы. Да. Какие данные не получишь никогда, какие данные получишь, но нужно побегать. Окей. Значит, по 8 основным ключевым бюджетным документам прогноз, вот макроэкономический прогноз доходов, расходов по бюджету на будущий финансовый год и плюс 2 года вперед, они публикуются, они доступны на сайте. Проект бюджета тоже публикуется, утвержденный бюджет публикуется. Проекты, не проекты, а утвержденные отчеты за первый квартал, полугодовой, второй квартал, третий квартал и годовые отчеты, они публикуются. Периодичность публикации иногда не соблюдается. То есть временные параметры имеется в виду, да, вот эти таймфреймы, иногда не соблюдаются. И некоторые документы, они публикуются с опозданием. Но благо дело, что они составляются, формируются и рано или поздно на сайте появляются. Но очень часто получается так, что в рамках международной методологии, да, мы говорим, если оно публикуется с опозданием, он не имеет какого-то, ну, скажем так, эффекта. Почему? Потому что если вы отчет за первый квартал опубликовали спустя 3 месяца, это уже нам нужен отчет за второй квартал. Зачем он нужен? Правильно? И тем более, если он идет с нарастающим итогом и так далее. Какие гражданский бюджет? Да, он публиковался за предыдущие годы, как визуализированная версия. Конечно же, к этому бюджетному документу очень много вопросов и претензий относительно того, насколько этот бюджет соответствует понятию граждан, интересам граждан, восприятию информации и так далее. Почему? Потому что все-таки там некоторые моменты и вопросы, они, скажем так, трудно понятны или труднодоступны рядовому гражданину с точки зрения того, кто ищет ту или иную информацию. Вот, но была создана рабочая группа, надеемся, что в дальнейшем эти вопросы устранят. Аудиторский бюджет, отчет, один из самых сложных документов, который до этого момента не был доступен. Он уже доступен на сайте счетной палаты, он доступен в разделе отчеты, можете дойти туда. Относительно бюджетных документов информация есть, относительно контента много вопросов. Почему? Потому что по контенту многие из этих бюджетных документов, ну, скажем так, не дотягивают до международных стандартов. Если говорить, например, о проекте бюджета, да, если говорить, например, о тех отчетах, которые мы там публикуем, то есть министерство публикует и так далее, там очень много вопросов, я просто сейчас не хочу входить, да, в детали там по, скажем, неналоговой классификации, по трансферам и так далее и тому подобное, насколько это будет понятно там гражданам или нет, я могу просто там, если кому-то интересно, поделиться исследованием и просто выслать, но есть, скажем так, от 15 до 20% неполноты информации по бюджетным документам. Вот. Это то, что по нашим исследованиям. И вот эта неполнота бюджетной информации, она в первую очередь затрудняет процесс исследования. Документ по себе есть, да, но полноты он не отражает. Почему это неполнота? Потому что технически ее сделать чуть-чуть сложно. Почему? Потому что она требует немножко таких, скажем, изменений в стандартах подготовки бюджетных документов. Что это нужно сначала сделать такой фрейм, да, в котором эта информация должна закладываться. Нужно определить информационный поток, и кто откуда должен эту информацию агрегировать, кто предоставляет, ну и так далее. С этим нужно подумать. Вот. Но мы это даем на откуп министерству. Вот. Если вдруг какой-то запрос на экспертную поддержку есть, да, мы окажем. Какой информации нету? Конечно, информация на втором уровне по секторам. Вот, более детальная информация, которая чаще нас интересует по административной классификации, да, по отдельным ведомствам, государственным учреждениям, скажем, больницам, по отдельным школам и так далее и тому подобное. Вот этой информации в открытом доступе нет. Вообще, возможно ли она публикация? Конечно, возможно. Почему не публикуется? Честно сказать, не знаю. С чем это связано, но, может быть, есть какие-то свои внутренние эти принципы, процедуры. Как это можно сделать? Можно сделать путем
скажем, создание единого портала данных. Вот, если это единый портал данных, который будет сам агрегировать ту или иную информацию, выводить оттуда информацию по различным запросам, делать несложно. Можно это сделать как на примере наших соседей из Казахстана или Афганистана. Так. Сегодня мы говорили о бюджетном процессе и о бюджетной прозрачности с независимым экспертом в этой области Ухтамом Джумаевым. Спасибо большое.